Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе Дальневосточного гектара. На эти цели предполагается направить средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Более 14,5 тысяч человек были трудоустроены с момента запуска в Якутии программы «Местные кадры в промышленность». Об этом заявил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Стручков в ходе парламентских слушаний. По его словам, за первое полугодие 2019 года трудоустроено 3234 человека, из которых 584 работника – это молодые люди до 30 лет. Вахтовым методом трудоустроено 1252 человека. 895 работников являются жителями сельской местности. До 2024 года по программе планируется трудоустроить 27,5 тысяч человек. Отметим, что на данный момент в программе участвуют 23 компании республики. Кроме этого, в Якутии продолжается реализация проекта «Занятость на селе». План первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности в республике учитывает также задачу, поставленную главой республики по созданию 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики. Согласно стратегии развития республики, к 2024 году планируется снизить общую безработицу до 6,7%. В целом по России этот показатель составляет 4,5%. За 2018 год уровень бедности в республике уменьшился более чем на 1 процентный пункт, до 19%. В дальнейшей работе по снижению бедности власти региона планируют применить индивидуальный подход к проблеме бедности каждой семьи. Для этого в республике собираются распространить модель межведомственного взаимодействия по технологии социального контракта и индивидуальных программ для сопровождения граждан из реестра малоимущих для их вывода из бедности. Дочернее предприятие «Алроса» «Алмазы Анабара» завершило свой 21-й промывочный сезон, выполнив производственный план по алмазодобыче на 102%. План по извлечению золота выполнен на 151% и по платине на 320%. Из алмазных концентратов предприятия, поступавших на обработку в цеха окончательной доводки компании, в этом году были подняты десятки крупных алмазов ювелирного качества. Из сверхкрупных алмазов этого сезона «Алмазы Анабара» были отмечены кристаллы коричневых и желтых оттенков весом более 60, 83, 59 и 51 карата. Отметим, что в этом году на производственных площадках «Алмаза Анабара» был введен новый добычной участок в притоке Беллях. Совет директоров Якутской топливно-энергетической компании принял решение о досрочной смене генерального директора. Новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность 24 сентября. Контракт с ним заключается на 3 года. С 2016 года гендиректором ЯТЭК был Рубен Геворкян. Ранее Апроперти, подконтрольная основателю оператора «Йота», стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании. Апроперти получила акции ЯТЭК, которые принадлежали компаниям «Инвестор» и «Наутилиус». Сразу 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по нацпроекту образования откроются сегодня в Якутии. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности без образования юридического лица. Одной из основных задач центров «Точки роста» является обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. В 2020 году «Точки роста» должны появиться в 96 школах Якутии, а в 2021 году в 171 школе, в 2022 году уже в 287 школах. Центры «Точка роста» создаются в российских регионах в рамках нацпроекта образования, который охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиардов рублей.
Северный форум по устойчивому развитию стартовал в столице республики. По словам организаторов, задачей Северного форума является построение большой платформы, на которой будут работать разные площадки. Одна из них посвящена 5-й Всероссийской конференции «Устойчивый Север. Общество, экономика, экология и политика». Это 4 составляющие, каждая из которых зависит друг от друга. Диапазон проблем устойчивого развития очень широкий, начиная от вопросов глобального потепления, заканчивая вопросами внедрения в цифровых технологиях. Мероприятие будет проходить до 28 сентября. В нем примут участие представители 11 стран мира. Это были все новости экономики к этому часу.